Указ о создании особой экономической зоны Амра в Галском районе был подписан президентом Республики Абхазия Раулем Хаджимба еще в 2016 году. Однако пилотный проект по реализации данного решения был вынесен на обсуждение буквально недавно. Согласно проекту, 7123 гектара земли в Галском районе будет передано в аренду компании «Ростеко» на 49 лет. Стоит отметить, что вся земля нет целевого использования, то есть она непригодна для сельхозпроизводства. В основном это болотистая местность. Под особую экономическую зону определена часть территории Абхазии в Галском районе республики. На этой территории будет действовать особый режим осуществления предпринимательской деятельности. Практика создания подобного рода свободных экономических зон широко применяется во многих странах мира. Посредством обеспечения благоприятных условий для привлечения инвестиций в транспортную инфраструктуру, туризм, международную торговлю, внедрение высокотехнологических производств, свободные экономические зоны стимулируют рост экономики и тем самым способствует повышению социального благополучия населения. Чем же будет привлекательна для инвесторов особая экономическая зона Амра? По словам представителей управляющей компании «Ростеко», здесь будут обеспечены необходимая безопасность, прозрачное понятное законодательство, упрощенные процедуры регистрации, а также будут действовать налоговые преференции. Компания резидентов через Абхазию получит возможность приблизить свое производство к чрезвычайно емкому рынку Российской Федерации, возможность задействовать режим беспошлинной торговли, существующей между Абхазией и Россией, является дополнительным фактором в пользу данного проекта. Главная цель программы особой экономической зоны Амра – использование Черноморского побережья Галского района для создания эффективного транспортно-логистического коридора, основной частью которого должен стать морской грузовой порт. Экономическая зона начинается с этого района Шишиквара. Это часть территории села Шишиквара, и она примечательна тем, что здесь железнодорожное полотно. И несмотря на то, что рядом живут люди и понимают, что здесь будет большой проект, они его полностью поддерживают. Те работы, которые мы проводили здесь, это наглядный пример того, что жители помогают, поддерживают и понимают, что здесь будет новый город со своей инфраструктурой. И сюда придут инвесторы, производственники, бизнесмены, абхазские, иностранные. И это площадка, которая готова к работе. Это приблизительно 500 гектаров земли, в котором происходит с правой стороны Нгургесовский канал, и здесь есть линии электропередач, вода, водоснабжение. Галский район располагает достаточными трудовыми ресурсами, есть рядом железная дорога и возможность создания отдельной электростанции. Землеустроитель Зураб Зухбая сказал о том, что все земли, отведенные под особую экономическую зону, это заболоченные земли, но вместе с тем он подчеркнул, что в этих землях большие запасы питьевых и технических вод. Бетонная дорога была проложена еще в 1970-х годах и находится в неплохом состоянии. Как сорняк у нас считается ольховые вот эти насаждения. Но самое главное, еще есть здесь дороги бетонные, которые в 60-х, 70-х, 64-х, 65-х годах Ингургесом было проведено с города до моря. Есть там много скважин, есть питьевая вода, есть техническая вода для строительства. В общем, территория очень подходит к особой экономической зоне. О том, что проект решит одну из главных проблем в районе, а именно вопрос трудоустройства граждан, говорит и глава районной администрации Тимур Надарая. Этот фактор был одним из определяющих при выборе территории, выделяемой под особую экономическую зону. Помимо этого, по словам Надарая, появятся большие инвестиционные возможности, которые, несомненно, дадут серьезный толчок социально-экономическому развитию района и страны в целом. Должны появиться инвесторы, как иностранные, так и отечественные, которые имеют преимущество при налогообложении, то фактически налог только с заработной платой, и все остальных видов налогов будущие инвесторы в этой зоне будут освобождаться. С другой стороны, подоходный налог с заработной платой, который будет идти, он будет попадать в бюджет района, и для людей будут открыты рабочие места. Местные жители также возлагают большие надежды на данный проект и с нетерпением ждут его реализации. В деревне, я вам скажу, просто люди радуются тем, что что-то создастся, что-то из этого будут рабочие места созданы. Поэтому
Люди очень внимательно следят за этим и постоянно спрашивают о том, когда это будет, будут ли вообще эти проекты созданы. Безусловно, выгодное геополитическое расположение нашей страны, а именно близость к одной из крупнейших держав и возможность использования морской транспортной логистики делает Абхазию привлекательной для зарубежных инвесторов. В то же время есть вопросы, которые необходимо решить в первую очередь. Это создание условий, при которых и права инвесторов, и права государства будут защищены. Генеральный план по созданию особой экономической зоны в Галском районе компания «Эростеко» представит до конца текущего года. Кроме того, не позднее 1 января 2020 года компания должна приступить к благоустройству особой экономической зоны и не позднее 1 января 2022 года приступить к строительству необходимой инфраструктуры. На Алакове Алексей Баструков, Абхазское телевидение.